Сохранение и охрана памятников культуры – тема не новая для Абхазии. Многие из них и вовсе заброшены и находятся в разрушенном состоянии. Подобная судьба ждала и заповедник Сухумская крепость. Данный памятник может и должен привлекать людей разных сфер и обычных граждан. Сделать из исторической территории музей под открытым небом решился директор заповедника Айнар Иналыпа. Преобразование крепости в часто посещаемый культурный объект позволит заповеднику стать самообеспечиваемой государственной единицей. Немножко, не сильно поменять концепцию заповедника и сделать из ее из узконаправленного археологического объекта, сделать ее доступной для посещения, в том числе туристов. То есть сделать из нее культурный центр, научным центром крепость была, есть и будет. Это позволит нам вывести заповедник из списка дотационных объектов в список самоокупаемых, самообеспечиваемых. Музей под открытым небом с каждой минутой зазывал все больше и больше людей, приветствуя каждого гостя. Тут можно было увидеть историков, археологов, да и обычных граждан, которые попали сюда впервые, так как до этого объект был закрыт для посещения. Среди почетных гостей и руководителей страны. Большой интерес вызывает. Вот сегодня даже со вчерашнего дня активно начали. Да, во всех информационных средствах информации, везде, на всех площадках. Очень хорошо. Историю все любят, теперь ее надо еще досконально знать, вообще будет хорошо. Экспозиции разных времен, копии карт и картин, боевые орудия, тысячелетние камни. Все это представлено в бывшем здании тюрьмы. Первую экскурсию провел декан исторического факультета Али Габелия. Он показал фрагменты каменного надгробия, которые, возможно, относятся к месту захоронения абхазского князя Килишбея Чачба. Фотографии, помнишь? Есть фотографии, которые... И вот какие-то детали, которые мы нашли именно несколько лет тому назад. Очень важно, что такой музей в центре города, да, под открытым небом, конечно, и для туристов, и для местных жителей. Идею Айнара Иналыпа сделать из заповедника музей под открытым небом поддержал депутат Народного собрания Дмитрий Маршания. Позже ее одобрили в парламенте, и в республиканский бюджет были заложены средства на реализацию. В нашем детстве мы здесь в футбол играли, и не все знали вообще значение этого памятника. А сегодня у детей есть возможность прикоснуться к истории, приходить сюда, здесь будут проводиться, наверное, какие-то занятия учебные и так далее. Это очень важно, чтобы память нашего народа, она всегда оставалась, значит, и передавалась, и для будущего поколения, мне кажется, это очень важно. В 2016 году было принято решение о создании заповедника, директором которого был назначен наш друг Айнар Иналыпа, который первое время на энтузиазме, когда никто не верил вообще, что такое событие состоится, значит, он в это верил, он и все причастные к этому. Я хочу их поблагодарить. Сегодня мы видим, что старт положен. Работы тут, конечно, еще в плане раскопок на десятилетия вперед, и я уверен, что эти работы продолжатся, государство будет поддерживать на всех уровнях, в том числе администрация. Мы выражаем готовность поддерживать этот проект, помогать. Музей разделен на 7 тематических зон, которые рассказывают о разных временах того периода. Проведена капитальная расчистка, проложены пешеходные дорожки, установлены фонари, освещение, лавочки. Также в местах раскопок установлены информационные таблички. Идет разработка второго проекта музея. Очередной раз, когда мы собрались здесь на крепости, уже было принято решение создать проект. Это было уже просто необходимо, чтобы сделать какой-то шаг навстречу к тому, чтобы мы вот сейчас оказались тут, и музей-заповедник под открытым небом наконец заработал. Первые раскопки в Сухумской крепости были проведены в 1866 году. С тех пор здесь, не переставая, ведется работа. Каждый год студенты исторического факультета АГУ пытаются найти место захоронения Килишбея Чачба. Обо всем об этом будут рассказывать посетителям на экскурсиях. Просто шли, и случайно я смотрю, как бы написано «музей», решили зайти, посмотреть. Очень так здорово, хорошо, очень понравилось. Ну, пушки тоже, ну, вообще ваша вся достопримечательность, вот эта вот вся крепость, вообще старинные вот эти вот строения. Это так интересно, как бы узнать, увидеть, вот посмотреть. Впечатление просто на максимуме. Понравилось все, это все необычно, это что-то новое для меня. У нас в Перми такого как бы толком почти негде посмотреть. И даже побывала
вот в этом здании. Очень интересно это посмотреть и карты, и почитать, и узнать что новое. Это, правда, очень здорово. Я пока не изучала историческую справку, что здесь именно, в каком веке это все образовалось, но я вижу, какие сделаны работы. Я вижу, как тепло и с любовью отнеслись к этому люди. И меня, конечно, это восхищает тоже. Вот. Я желаю, чтобы это пространство с каждым годом все больше процветало, наполнялось любовью, детскими голосами, чтобы детки сюда приходили, потому что надо взращивать наше молодое поколение, рассказывать им про историю. Вот. И успехов и процветания вам. Вход в музей будет платным для туристов. Теперь заповедник не только научно-познавательный, но и туристический центр, где можно прикоснуться к богатой истории Абхазии. Налач Хинджери, Аля Самичева, Абхазское телевидение.